Зимняя эксплуатация минус 45 даже с применением портативного гаража, в обиходе называемого ласково Наташа, дала свои печальные результаты. Однажды после полуторачасового калмычения машинки в жестокие морозы обнаружил однажды утром в гараже масляные следы. Полез осматривать и обнаружил, что вытек прежде всего демпфер рулевой, что по идее не страшно, и оба сальника задних полуосей приказали жить очень долго. Скажу сразу, за зиму я поменял сальники пару раз, когда менял второй раз, обнаружил значительный люфт ступичного подшипника и выработку запорной втулки. Когда относительно потеплело, заехал в продвинутый гараж к другу и его сыну. У них семейный подряд такой. Отец дипломированный автомеханик, сын тоже учится на автодорожном. Оснований не доверять у меня никаких. Подняли зад и там обнаружили, что запотел еще и хвостовик, тоже сальник. Дальнейший осмотр выявил отсутствие люфта в подшипнике хвостовика, решено было обтереть его и следить дальше. Осмотр сапуна моста ничего криминального не выдал. Сапун был скорее жив, чем мертв. Но решено было что-то с этим предпринимать, потому что 3 сальника могут одновременно течь только из-за избыточного давления в мосту. Сальник должен был компенсировать чуть-чуть. Баран, видимо, при холоде он не мог с этим справиться. Самое геморное — это разборка и сборка обратно барабанов. Люди аж дисковые тормоза назад ставят, но это мне только предстоит. Полуось вытаскивали обратным молотком, предварительно разобрав тормоз и вытащив датчик АБС. Оставалось подтвердить вердикт. Запорная втулка выедена кромкой сальника, словно сделана была из пластилина. Люфт подшипника чуть больше допустимого. Сальник, естественно, был надорван. Вот здесь лопается сальник. Вот здесь и текло. Вот. Вытащив порванный сальник, забили оправкой новый, постаравшись соблюсти перпендикуляр. Косо поставленный сальник, считай, что не меняли. И занялись снятием запорной втулки и подшипника. Хотелось свести риск повреждения полуоси болгаркой к минимуму, поэтому втулку вытащили, обстучав ее, предварительно сняв грани на зубчатом колесе АБС по хорде, превратив втулку в некую гайку. А подшипник пришлось разбить, ибо такие фокусы с ней не провернули. Удивило то, что разбитый подшипник был абсолютно сухой. Решено было добавить немного смазки. Осторожно поддеть, и он скрывается. И вот смазка какая. Чисто типа для проформы. Да, консервационная типа. Вот его здесь добавить надо, хорошую смазку. Высокотемпературную. С одной стороны, если его набить, в процессе работы он распространится. А с той стороны, где сальник, там будет как бы этот температурный зазор, скажем, да, чтобы если слишком много масла, оно начинает сальник выдавливать или крышку выдавить. А чтобы не было такого. Вот с одной стороны его хорошенько вот так наложить, в процессе работы он распространится и будет как раз. Новый подшипник, кстати, такой же кое, что из завода запрессовали при помощи куска 50-й трубы, отрезав ее монтажной пилой, чтобы максимально соблюсти перпендикулярность торца. Запрессовался подшипник легко, можно было и кувалдой загнать, но пресс так пресс. В качестве оправки использовали снятую почти что целой запорную втулку. Новую запорную втулку разогрели горелками до малиновых искр, и она очень легко заскочила на полуось. Жаль, не удалось снять этот момент, прям волшебство какое-то.
Остудили втулку, добавили обильно смазки. Смазка в любом случае не помешает. И водрузили полуось обратно. При вставке можно повредить и сальник. Здесь тоже смазка. В любом случае за лето надо что-то предпринять. Или намудрить с планшайбами с дополнительным сальником, или по максимуму переделать задний мост на дисковые тормоза, опять же с дополнительной защитой от протечек. Но самое легкое — вывести сапуны в салон и под капот. Сама по себе конструкция сальника Suzuki довольно спорная, узенькая, и OEM-поставщики явно пожалели качественную резину. Такого же диаметра есть сальник от Toyota, но он с маслоотражательными рисками, скорее всего от АКПП, не оставил, как и ожидалось, тоже порвался. Все номера использованных деталей оставлю в описании. С вас лайк дружной семьи автомехаников и подписочка. До следующих поводов, лучше радостных, увидеться с вами. Чао!